Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Мы приехали с сестрой в лес, и в лес за ягодами. Но ягод, конечно, в этом году, можно сказать, и нету. Слава Всевышнему, немножко мы набирали. Один раз попробуем, что-нибудь испечем, нам для этого достаточно. Конечно, в лесу очень ароматно пахнет хвоями. Очень даже ароматно, прямо как зайдешь в лес, такой ароматный запах, цветочками, листьями, травами свежими пахнет. В лесу очень хорошо и приятно, как будто собираешь энергию. Мы, конечно, время от времени выходим в лес, выезжаем, но в этом году что-то редко получается. Дел очень много. У детей хотя каникулы, никуда не сможем выезжать в свое хозяйство. Я все-таки одна, мужа нет, и очень много дел. И мужские, и женские работы придется мне делать самой. Конечно, внуки молодцы, уже помогают. Вчера приехала сестра в больницу, она у меня ночевала, баню топили, цыплят немножко почистили с ней. Ну, она работать, конечно, не может, но все равно старается с чем-то мне помочь. Но я ей не отказываю, пусть будет ей хорошо. Немножко что-то делает, полежит. Вот ей очень хотелось приехать за ягодами, и думаю, почему бы нет. Я тоже еще ни разу не ездила, но слышу, что ягод нет. Я говорю, опять, сестра, я тебя отвезу и заодно поедем в лес, посмотрим, наберем немножко ягод, хоть на пирожки. У меня дети очень хотят пирожки с ягодами. Я говорю, сейчас я вам испеку, пожарю. В холодильнике есть на пару раз пожарить пирожков. Но они хотят пирожки с свежими ягодами. А вот что не делает бабушка ради своих внучат. Конечно, в лесу хорошо, немножко вот ветерок хорошо, а то сегодня 30 градусов жара. Юлька, конечно, очень расстроилась, что я собираюсь за ягодами. Говорит, может быть солнечный удар, все-таки здоровьем-то не так уж ахти. Я говорю, долго не будем, немножко посмотрим, наберем и поедем. Я немножко походила, босая ходила немножко собирала ягоды. Также сестра со мной. Радовалась, но заодно я очень расстроилась, очень огорчилась, что наш лес в таком состоянии. Я сейчас вам покажу. Здесь посадка, хвойная посадка. Посмотрите, деревья какие. Деревья наши сидят совсем голые. Напала на них какая-то зараза и все съедает. Раньше мы, когда были маленькими, чем-то вертолеты опрыскивали. А сейчас почему-то их не опрыскивают. Посмотрите, в каком состоянии наши деревья. Их очень жалко. Да? Маленькое дерево, и то сидит без листьев. Мое самое любимое дерево
это береза. Почему, я не знаю. Мне всегда нравились березы. Я их сравниваю нарядными невестами. А вот посмотрите, на сегодняшний день они сидят совсем голыми. Как будто невеста без фаты и без нарядное платье. Увидев таких деревьев, хочется прямо выть, как волк, плакать. Посмотрите, мои хорошие, что творится у нас. Это везде так у нас. Везде. Березовых веников тоже нет. Я расстроилась, что будут. С чем мы будем париться? Мы с Юлией очень-очень любим париться. Ладно, без парилки обойдемся. Самое главное, пусть будет мир. И деревья вырастут. В следующий год, наверное, я думаю, они распустят листочков. Только вот сомневаюсь, они совсем не высохнут ли. Если кто знает, мои хорошие, подскажите, пожалуйста, мне. Вот сейчас сидят деревья, вот дубы, они совершенно голые. Они пропадут ли в следующий год? Заново распустят ли листочков? Печальная история, конечно. Очень печальная. Я раньше в лес приезжала, очень радовалась, любовалась деревьями. А сейчас видите, в каком состоянии они. А вот и матрешка. У нас говорят матрешка. А в многих регионах говорят душица. Запах ароматный. А вот и ромашки. Посмотрите, что творится. Ой. Сердце кровью обливается, когда увидишь их. А вот моя машина. Здесь сидит моя сестра. Устала, наверное. Приветики. Здравствуйте. Устала, что ли? Устала, спина. Спина болит, да? Спина болит. Я тебе сказала. У тебя спина болит, зачем в лес ехать? Ну, охота же увидит. Год раз. Когда увижу? Вон тебе немножко метрушка собрала. Ой, и зверовой даже есть? Зверовой редко этому году нету. Это на зиму чай попьешь. Спасибо большое. Спокойно. А запах? Запах. Ой, какой ароматный, понюхайте, мои хорошие. Угу. Запах. Вкусный. Аромат какой. Желтой матрешка нету. Желтый матрешки, это зверовой. Зверовой. Мы тут в прошлом году навалом было. Да. Собрали. А сейчас вот иногда несколько штук. А подавай своих татарщик приветствуем на татарском языке. Не советую. İnsanmışsınız kızlar, yigitler. Mana biz ormanga keldik jay bitkende bir. Jay ortasında jilekler yok derlik. Ay. Orman gördük, saf hava suladık. Ormanlarına görüp İs gitti, yapraklar bitti, elenendi. kuru ağaçlar kaldı. Nerseki oşu bitti. Elendi Kurtlar bitirdi, kurkanlar. Neyse, ifek kurtu diler. İfek kurtu diler şu. Şu aşı bitirgene Kurkanış, mana kurkanış göresmi. Yürek yemsiz kaldı. Kruгом, везде
деревья голые, везде. Это ужас. А здесь подсолнухи растут. Ай, Bizde bütün rayonlarda sipkener, bizde evet sipmediler de. sipmediler şunu işleptir. Fidorda da sipkenler. Boşu kaçmana bizde yok. Опа, вот это, по-моему, Федорский район входит. Bu Fidor rayonuna göre iyi. Да, Федорский район. Тут Doğru, тоже iyi. голые. Голые тут тоже. Bunda lekmekendir bu Может, bütün dolayı ай. rayon. Федорский район. Buna bu yak bizniki, bu yak Fidor. Мгм. Var. Да. Вот так, ну что, немножко набрала ягод? Набрала. Вот сколько набрала. Это мое ведро. Че ты моих подписчиков обманываешь? Ой, обманывает. Вон моя. Свое ведро Вон покажи. моя. Все равно нормально. Хватит на пирожки. Ты сколько сидела, сколько лежала, Сколько лежала немножко еще. ходит, спина болит. Пойдет. Ты даже мне вон матрешку с зверобоем набрала. Я увижу, начну, я хотела набирать пить. Тут раз тебе мы набрали. Спасибо, апа, большое. Зур рахмат сиңа, матурым. Кышкан эшигез исен татматыр. Бирге яшәйбез, Алла бирсә. Сиңә барсак син дә эчербез. Миңа килсәң, әйе, мин дә эчербез. Әйе. Ну, мои хорошие, мы сейчас поедем домой. Чай пить охота. Ага, чай пить охота сейчас. Чай сейчас келетирлек. Ага, ладно. Баллап, майлап. Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня приехали на участок, разгружали пеноплекс. Сейчас затаскиваем домой, внутри. Решили обшить пеноплексом дом. В общем, 220 квадратный метр с фундаментом. Детишки вон приехали помогать со мной. Пеноплекс, конечно, легкий, но все равно время отнимает. Молодчина моя внучка Сабина и Кирюша. Одна внучка с Владиком дома остались. Но мы решили вот сделать только, работать только втроем. Все успеваем, все будет хорошо. Дом стоит. Надо немножко взяться за работу. Здесь все обросшее, триммер у меня сломан. Делать некому. Мужчины дома нет. А Кирюша еще маленький. Такие вещи не может ремонтировать. Картошка растет хорошо. Мы уже начали есть молодую картошку. Ну вот, мои хорошие, потихоньку справляемся. Скоро закончим и поедем домой. А Юлия у нас на работе. Вон меня ждут мои детки. Пеноплекс десятка. Упаковки по 6 штук. 36 упаковок и плюс 4 штуки. Вот все, с ребятишками мы все справились. Вот все равно они у меня помощники. Молодцы, мои дети. Эй, наверху, что вы там делаете? На голубей смотрим. На голубей? Да, голуби наделали тут делов. Это ужас. Ужас тут. Вон что наделали они. Это временная лестница. Ой, здесь окна нет, поэтому оттуда заходят. Их тут штук 20. Штук 20. Да, улетели. А что-то я их не вижу. Вон там 3, вон там гнездо. Вон голуби.
6. Птицы мира. Сейчас они испугаются, да? Сюда Ой. дальше не идет. Лопатой можно грести. Там чердак. На чердаке гнездо. Туда тоже нельзя. Вы, мои хорошие, простите меня за плохую съемку в лесу. Было очень жарко, и телефон нагрелся, и съемка была некачественная. Вот мои розочки сидят. Немножко был дождь сейчас. На улице стало очень свежо. И уже вечер. Материал привезли, и мне крышу сделали. И вчера привезли мне профнастил. Доборы. Понедельник или вторник мне приедут, доделают. И я вам покажу. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю всего самого-самого доброго. Доброго здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.